Здравствуйте. В понедельник прошлой недели городской суд Якутска прекратил уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации столицы республики Валерия Попова. На следующий день, во вторник, прокуратура республики неожиданно прокомментировала это решение суда в том смысле, что, мол, Попов признал свою вину полностью и в связи с этим уголовное дело было прекращено. В чем дело и насколько эта версия соответствует действительности? Об этом сразу после рассказа о наиболее заметных событиях дня. Здравствуйте. Долгожданное заседание арбитражного суда по искам Росимущества к нашей республике в понедельник ничем не закончилось. Суд решил вернуться к проектам мировых соглашений через 3 недели. Мотив – дать время представителям Алроса изучить тексты. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», тексты мировых соглашений представители Росимущества и Якутии подписывали на коленках в коридоре суда. Но это тем более странно, что месяц назад действующий президент республики ведь публично заявлял, что тексты этих соглашений уже согласованы с Росимуществом. Между тем, вчера в зале суда прозвучала позиция самого суда, мол, в текстах слишком много политики и слишком мало юриспруденции. Ну, в общем-то, с этой точки зрения, наверное, будет трудно согласовывать в дальнейшем эти тексты соглашения, ведь действительно, в общем-то, власти нашей республики, когда готовили их, они изначально исходили из того, что это больше политическое такое событие, которое бы гарантировало сохранение доходов нашей республики. Это на самом деле так, но, видимо, позицию суда участникам игнорировать не удастся. И на очереди сообщение из Главного управления МЧС. Его руководитель Валерий Сухоборов заявил сегодня журналистам, что покидает пост. В пятницу он уходит в продолжительный отпуск с последующим выходом на пенсию. Официально Валерий Сухоборов уйдет со своего нынешнего поста в августе будущего года. Все это время его обязанности начальника управления будет исполнять нынешний первый заместитель Александр Горкун. Ну, строго говоря, в этой новости новостного-то мало ведь. Ну да, ведь Валерий Сухоборов еще 1,5 месяца назад во время своей предыдущей пресс-конференции сообщал о том, что уходит. Да, вот именно. Ну между тем мне такая открытость его, в общем-то, честно говоря, импонирует, потому что зачастую ведь мы узнаем о перемещениях в высшем эшелоне власти, ну или, скажем так, членов правительства на их уровне, только из последующих сообщений пресс-службы. Но пока Валерий Сухоборов при должности. И сегодня он, видимо, в последний раз встречался с главой республики. Первым обсуждалось предложение МЧС создать компанию, которая бы максимально уменьшала последствия разлива нефти на территории республики и прежде всего на трассе нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан, а затем и в других районах, в частности в бухте Тикси. Хотя экологи активно и протестуют против строительства этого нефтепровода, но ведь совершенно очевидно, что все-таки его все равно построят. И не только потому, что принято политическое решение в Москве на этот счет, но и еще потому, что технический прогресс остановить просто невозможно. Ну, конечно, но и в этих условиях, наверное, в общем-то, понятно стремление и желание наших властей обзавестись средствами, которые бы помогали максимально минимизировать ущерб в случае аварии на таких нефтепроводах, газопроводах, они, в принципе, действительно неизбежны. Да, конечно. И о делах духовных. Сегодня в Якутске открылись вторые по счету рождественские чтения. Они устраиваются Якутской и Ленской епархией Русской Православной Церкви и Департаментом по делам народов и федеративным отношениям. Нынешний семинар называется «Возрождение и сохранение духовно-нравственных ценностей в современном обществе». В течение 2 дней его участники обсудят роль семьи как основы формирования мировоззрения ребенка, нравственные ценности в системе воспитания и образования, роль средств массовой информации в сохранении и возрождении духовно-нравственных ценностей. Итак, в понедельник прошлой недели Якутский городской суд прекратил уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации столицы республики Валерия Попова. Прекратил на этапе предварительного слушания, то есть, строго говоря, суда как такового еще и не было. Однако на следующий день прокуратура республики обнародовала сообщение на эту тему, из которого следовало, что Валерий Попов полностью признал свою вину по всем 3 обвинениям, которые ему были предъявлены. Что, в общем-то, не соответствует действительности, поскольку в решении суда об этом вообще ничего не говорится. Что произошло и как было на самом деле? Уголовное дело прекращено на стадии предварительного слушания. Мной было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Между тем, прокуратура в своем сообщении, которое было размещено на сайте Саха-Ньюс о рассмотрении этого же дела в суде, утверждает, что было судебное следствие, то есть суд пошел установленным порядком. И более того, Попов якобы признал свою вину полностью по обвинению в связи с покупкой вышки и приватизацией 5-го этажа гостиницы «Якутск».
А вот как эти моменты на самом деле трактуют постановление суда. Ну, во-первых,